алейкум, Көкбөрүнүн көрмандары. Мы приветствуем вас, любителей конно-спортивной игры Көкбөрү. Мы начинаем свой репортаж с первого чемпионата Республики Кыргызстан по конно-спортивной игре Көкбөрү. Көкбөрү переводится с древнетюркского «серый волк». История этой игры отражает весь быт традиций нашего народа. Игра возникла с того времени, когда раздосованные налетами волков на скот джигиты рвали попавшего в руки своего постоянного врага, серого разбойника, серого волка. Сложившийся и в совершенстве этот обычай вошел в обход, как одна из самых распространенных и любимых игр нашего народа. И эта игра распространена у многих народов Азии. В настоящее время игра Көкбөрү является национальным видом спорта кыргызов. Широкую популярность эта игра, называемая бозгаши, имеет у таджиков и народов соседнего Афганистана. Красоту и динамизм этой игры мы находим в ее описании в повести «Прощай, Гульсары» народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова. Oyunculardan Türk basından sayılan Türk vatandaşları Respublikamızın tuğusu. Вот мы наблюдаем торжественное открытие первого чемпионата Кыргызстана по Көкбөрү. Наблюдаем парад участников. Я опять остановлюсь, что динамизм и захватывающий дух этой игры, красоту описал первый в истории этот Чингиз Айтматов, народный писатель Кыргызстана. Ата-бабаларга бизден ушундай эр жүрөктөрдүн оюндарын калтырганына рахмат. Да будут благословенны предки, оставившие нам эти мужские игры бесстрашных. Этими словами народного писателя Чингиза Айтматова мы начнем сегодняшний репортаж чемпионата. Встречаются две команды. Сейчас слово предоставляется председателю оргкомитета Дастан Сарыгулову, руководителю Кыргыз-концерна «Кыргыз-Алтын». Боюнча биринчи жолу бүткүл Кыргызстан бою өткө турган чоң таймашуунун күйөрмандары, катышуучулары. Улуу Манаста тарыхтый чындыкты таамай айтылган экен. Жоолор кулап сай болду, сайлар жылып тоо болду, аты калып өзү жок, нечен элдер жок болду деп. Кудайга шүгүр, Европа жана Азия элдеринин көбүнөн байыркы тарыхый жашы улуу Атүгүл Римди чапкан гун элдеринен тарыхта мурда эскерилген кыргыз элибиз сакталып келатат. Ошон үчүн намысыбызды бекем кармап, оюндарды ынтымактуу, тартиптүү шартта өткөзөлүк. Ата-бабаларыбыздын арбагы колдосун.
после торжественного открытия представляет участников команд первой игры. Встречаются две команды Чуйской области, команда Улан и команда Берулу. Мы здесь наблюдаем состав команды Берулу. Они представлены по номерам. Также мы сейчас к вашему вниманию представлен состав команды Улан. Состав команды 8 человек. Естественно, 8 всадников. Ибо эта игра равная игра. Здесь участвует и всадник, и его четвероногий верный друг конь. Недаром говорили киргизов, конь это крылья джигита. Сейчас мы пока пронаблюдаем настоящую игру джигитов. Это идет приветствие участников команд перед началом игры. Традиционное рукопожатие. Игра продолжится 3 тайма по 20 минут. Но из-за технических причин мы нашу игру в комментарии сократим. Оставим только самые основные моменты игры. Как я уже отметил, что древняя игра Көкбөрү в переводе древнетюркского обозначает «серый волк». В древние времена эта игра была излюбленной формой проведения досуга у кочевников Азии. Они заменяли им театры, стадионы, сопровождали кочевника от самого рождения до самой смерти. Мы наблюдаем судью на поле, который будет арбитром нашей первой игры чемпионата. Это Бектурганов Асан. Вот он просит благословения у зрителей, и игра начинается. Туша козла здесь обычно весом до 34 килограмма, от 24 до 36 килограмм. Вот мы наблюдаем первый момент игры. Игра это требует от игроков искусством владения игры. Отличное владение умением свободно ездить на коне и управлять конем. И овладевать искусством наездника. Невозможно, пожалуйста, вот по правилам игры игра останавливается, потому что если до рамки поля уходят игроки, то опять туша козла выносится, и 2 участника начинают игру. Вот осуществил подъем туши козла представитель команды Берулу. Отличить игроков можно с тем, что представители команды Улан в оранжевой накидке, а представители команды Берулу в коричневой. К сожалению, игра только находится на стадии развития, и яркого такого контраста мы здесь не можем наблюдать. Надо требовать от участников, чтобы форма одежды у них отличалась от одной команды от другой. Мы наблюдаем, как здесь идет борьба за тушу козла. Здесь, как я уже отметил, не умея свободно и быстро ездить на коне и управлять конем, невозможно играть в игру Көкбөрү. Пожалуйста, мы же наблюдаем падение. Нога, но здесь все обошлось. Первый бросок осуществил член команды Берулу под номером 5 Барбеев Халмурза на 2-й минуте. Счет игры становится 1-0 в пользу команды Берулу. Вот опять выкидывается туша козла. И, пожалуйста, представитель команды
Бирюлу осуществил подъем туши. Здесь основной технический прием – подъем туши козла. И транспортировка, то есть ведение туши козла. Основной технический прием, это, который наблюдает и использует всадник, это зажимает, используя путилище стремени и ногу, тушу козла к корпусу лошади. Как и в других спортиграх, здесь наблюдаете, что используют очень большой разнообразные приемы